Уважаемая госпожа модератор, Республика Таджикистан предпринимает все меры для того, чтобы обеспечить свободу мирных собраний и свободу объединений. Таджикистан присоединяется ко всем международным актам в области прав человека, в том числе Международный пакт о гражданских и политических правах, где предоставлено право на свободу ассоциации и мирных собраний. Создана также крепкая законодательная база для осуществления этой деятельности. Сейчас в стране действует 7 политических партий, где 3 из них имеют место в парламенте и имеют политические фракции в парламенте. И больше 2500 общественных объединений, в том числе 70 правозащитных организаций, 45 организаций национальных меньшинств, 45 профессиональных союзов, 59 международных организаций, 581 женские организации и 56 филиалов и представителей иностранных государств Республики Таджикистан. Кроме того, законодатель предусматривает прекращение деятельности политических партий и других общественных организаций в соответствии с существующими стандартами. В 2015 году партия Исламского возрождения и заместитель министра обороны страны, где Назар Зода, где он раньше был командиром оппозиции, была попытка совершения государственного переворота и насильственного захвата власти, в результате которой погибло 52 человека. В связи с этим решением Верховного суда партия была объявлена террористической экстремистской организацией. К уголовной ответственности привлечены только те члены, которые совершали конкретные преступления. Доказательством это было то, что через руководство партии, конкретно через Мухиддин Кабири, где его сторонники присутствуют в нашем совещании, и он сам может присутствовать здесь, организовали 20 вооруженных групп с целью нападения на особо важные объекты государства, в том числе они напали на полицейский участок в городе Вахдат, где погибло очень много людей, и в одной войсковой части Министерства обороны, где было захвачено 666 единиц стрелкового оружия, много боеприпасов. В результате были убиты 14 сотрудников Министерства обороны и 19 сотрудников органов правопорядка. В ходе расследования данного дела были найдены непровержимые аргументы и доказательства того, что автором нападения Абдухалима Назарзода и его сподвижник был на самом деле председатель партии Исламского возрождения Мухиддин Кабири, целью которого было совершение законной власти и незаконный захват власти. Кабири через своего сына передал $1 200 000 США Назарзода. В том числе были найдены неопровержимые документы, планы и другие документы, где там указывалось 20 мелких и больших групп, вооруженных групп, которые они должны были... Заканчивать, пожалуйста, ваше время истекло. Доказательством является то, что в результате Верховный суд страны запретил деятельность политических партий, она была объявлена террористической организацией. Я хочу сказать вам, уважаемые коллеги, что действительно те факты, которые говорят об этих вещах, они являются очень